разрешите представиться. Меня зовут Габышев Андрей, я первый заместитель председателя благотворительного фонда ветеранов Крайнего Севера «Реал Надежда», руководитель проектов «Герои Земли УНХО» и «Вахта памяти Ржев Дальний Восток». С 25 ноября по 20 декабря 1942 года советским командованием силами Западного фронта и отдельно выделенного из него Калининского фронта проведена вторая Ржевско-Сычевская военная операция под кодовым названием «Марс» по освобождению Ржевской и Зубцовской земли от немецко-фашистских захватчиков. В жестоких боях в этих местах пали смертью храбрых воины, призванные из разных уголков Советского Союза, в том числе и из нашей Якутии. На сегодняшний день по Ржевам и Зубцовым опознаны останки более 600 воинов-якутян, много остаются еще не опознаны. Поисковиками поднято большое количество останков наших воинов, их имена еще предстоит увековечить. В Зубцовском и Ржевском районе Тверской области развернули работу многочисленные поисковые отряды, состоявшие из настоящих патриотов, энтузиастов, тратящих собственное время и средства для увековечения памяти каждого солдата, покоящегося в этих местах. Теперь переходим к краткому обзору работы в полевых условиях. Прежде всего, нужно предварительно организовать свою работу. Необходимо войти в состав официально зарегистрированного поискового отряда. Командир подберет вам ваш участок работы, определит площадь для полевых работ. Площадь для полевых работ определяется разрешением органов местного муниципального самоуправления и руководством военного управления частей, дислоцированных на соответствующей территории. Согласованием порядка ведения работ с органами местного военного управления занимается командир отряда. Он фактически является официальным лицом. Через него осуществляются все контакты с другими органами власти, общественных организаций, и так далее, средства массовой информации. С собой необходимо иметь смену одежды, белья, туалетные принадлежности, средства связи, сухие пайки, питьевую воду. Несмотря на то, что современные гаджеты включают в себя такую опцию, как компас, в полевых условиях не факт, что будет работать все у вас корректным образом, поэтому просьба иметь просто обычные старые компасы, которые будут вам показывать направление. Для мобильности все должно помещаться в рюкзак. Как вариант, военный вещмешок. Вы все его увидели в советских телефильмах российских. Он очень удобный, практичный, не маркий. Одежда должна быть тоже не маркая, дорожно-туристического типа или военного образца, камуфляж или хаки. У поисковиков даже есть своеобразная мода. Возможно, вам что-то понравится лично для себя. В отдаленных районах отожженных маршрутов, где нет покрытия вышками сотовой связи, хотя бы у старшего группы должна быть рация на случай нештатной ситуации. Разумеется, нередко находятся и не разорвавшиеся боеприпасы времен войны. Важно действовать, соблюдая меры безопасности под контролем старших в поисковых группах, опытных поисковиков. У вас должны быть под рукой средства связи и контакты для вызова экстренных служб, правоохранительных органов, иногда и саперов. Вы знаете, что поисковое движение сопряжено с определенным риском. Нужно под контролем все осуществлять. Любая, даже на первый взгляд, самая непримечательная мелочь может помочь в восстановлении исторической памяти о конкретном бойце или даже целом подразделении. Относитесь к ним бережно, это будущие экспонаты военно-исторических музеев и экспозиций. Находки военных лет, медальоны и документы, оружие и боеприпасы, фляжки и саперные лопатки, боевые награды и предметы быта имеют огромную историческую ценность. Наиболее ценны среди находок это, конечно, солдатские медальоны. В них содержится бесценная информация: фамилии, имена, отчества, звания павших воинов, военкомат, откуда призывался боец, его воинская часть. При находке личных вещей, амуниции, вооружения и боеприпасов главное помнить: их присвоение или продажа незаконно. Все найденные предметы подлежат регистрации и сдаче в уполномоченные органы. Поисковая деятельность регламентируется и регулируется законом Российской Федерации от 14 января 1993 года, номер 4291-1, об увековечении памяти погибших при защите Отечества. В соответствии со статьей 8 этого закона, проведение поисковой работы в местах, где велись военные действия, а также вскрытие воинских захоронений в порядке самодеятельной инициативы запрещено. В соответствии со статьей 9 данного закона, захоронения, выявленные в ходе проведения поисковых работ останков погибших, производятся в соответствии со статьей 4 настоящего закона. Обнаруженные неизвестные ранее воинские захоронения после их обследования, учета и регистрации благоустраиваются силами органов
местного самоуправления с участием воинских частей, дислоцированных на соответствующих территориях. Найденные оружие, документы и другое имущество погибших передаются по акту в органы военного управления по месту их обнаружения для изучения, проведения экспертизы и учета. При этом документы, личные вещи и награды погибших передаются их родственникам или в музеи. Стрелковое оружие передается в органы внутренних дел. Стрелковое оружие и иные средства вооружения после приведения в состояние, исключающее их боевое применение, могут передаваться для экспонирования в музее. Об обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщается в органы военного управления, которые в установленном порядке принимают меры по их обезвреживанию или уничтожению. Изъятие в порядке самодеятельной инициативы взрывоопасных предметов с мест их обнаружения и их транспортировка запрещается. В противном случае, если положение законодательства вами игнорируется, эта деятельность тождественна деянием так называемых черных копателей, черных следопытов. Все о них слышали, да? Вот. Фактически это мародерство, и она однозначно преследуется в уголовном порядке. Просьба это помнить. Вот. Ну и хочется в заключение сказать, что в Тверской области ежегодно поисковые отряды со всей России принимают новые останки павших воинов. Возможно, эта благородная работа некоторых из вас заинтересует. Я очень надеюсь. Наш земляк, руководитель поискового движения якутян, ветеран боевых действий, подполковник МВД Владимир Николаевич Сантуев является одним из организаторов данной поисковой работы. Также сообщу, что в мае 2020 года при поддержке постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, администрации Зубцовского района Тверской области, якутских землячеств Москвы и Твери, Общественного совета при посредстве фондом РЛ «Надежда» был воздвигнут мемориальный камень павшим воинам-якутянам и всем бойцам, павших в этих тяжелых сражениях. В продолжение этого в декабре 2020 года при поддержке фонда президентских грантов был открыт мемориал в урочище Холм-Березуйский с именами павших воинов-якутян. В дальнейшем много планов. Этот мемориал будет расти за счет соседних памятных сооружений, которые будут воздвигнуты общественными организациями регионов России и стран СНГ. Стоит отметить, дорогие друзья, что якутяне сражались не только в Оржеве и Зубцове. Останки наших земляков лежат под Москвой и Ленинградом, в Туле и Брянске, Белгороде и Курске, Орле и Смоленске, Новгороде и Севастополе, Сталинграде и Кёнигсберге, Минске и Киеве, Вене и Братиславе, Варшаве и Будапеште, Праге и Берлине. Памятники нашим землякам стоят в деревне Филькино Ржевского района и в урочище Холм-Березуйский Зубцовского района Тверской области, деревня Ельня Можайского района, деревня Зендиково Каширского района Московской области. У озера Ильмень Новгородской области памятная плита установлена на 42-м километре Волоколамского шоссе. Также был установлен памятный камень в Калининградской области. В этом году проводится реконструкция установленного обелиска якутским стрелкам в деревне Буреги Старорусского района Новгородской области. Планируется расширение мемориала в урочище Холм-Березуйский Зубцовского района Тверской области. А в июле текущего года под Ржевом принимает новую смену, вторую уже по счету, лагерь имени Героя Советского Союза, нашего прославленного снайпера Федора Матвеевича Охлопкова. Стоит сказать, что туда едут не менее 50 человек из регионов Дальнего Востока, из вузов, которые располагаются в Хабаровске, в Благовещенске, в Лунде, в Владивостоке. Более подробно о местах боевой славы и памятников якутским воинам содержится в юбилейном сборнике, посвященном 75-летию Великой Победы, год памяти и славы 1941-1945 годы. И вот, пожалуйста, можете посмотреть. Оно будет в Национальной библиотеке республики и распространено по высшим учебным заведениям, средним учебным заведениям. Ну, собственно, в библиотеке города Якутска тут очень развернутая информация. Вот всем рекомендую. Пожалуйста, ребята, ознакомьтесь, это очень познавательно и интересно. Когда будете в поездке по Москве, по центральным регионам России, обязательно посетите эти места. Хотелось бы немножко рассказать о нашем фонде. Вот, благотворительный фонд ветеранов Крайнего Севера РЛ «Надежда», который я представляю, сотрудничает во всех мероприятиях с фондом президентских грантов, постоянно представительство в Республике Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, Общественным советом при посредстве, Якутским землячеством в городе Москве, Советом ветеранов якутян в городе Москве, с российскими поисковыми отрядами. Нашему фонду в прошлом году исполнилось 20 лет. Мы занимаемся реализацией социальных проектов, направленных на увековечение памяти
воинов Великой Отечественной войны, консолидацию общества, укреплению межнационального мира и согласия, противодействие попыткам фальсификации истории нашей страны. В 2020-2021 годах наши проекты «Герои Земли» Лунхо и «Вахта памяти РЖФ Дальний Восток» удостоены грантов президента Российской Федерации. Более подробно о нашей работе можно ознакомиться на нашем сайте fondrlnadежда.com. И также в завершение хочу сказать, от имени нашего фонда мы желаем вам, будущие юные участники поискового движения, успехов на этом благородном поприще, новых свершений на благо России и Якутии. Спасибо.